В этом году автору «Аленького цветочка» и «Детских лет Багрового внука» исполняется целых 229 лет, ну а его сказки и по сей день любят миллионы жителей России и зарубежья. Детская Уфимская филармония и Центральная библиотека города Уфы подготовили мероприятие для юных читателей, посвященное дню рождения Сергею Тимофеевичу Аксакову. Дети узнали о жизни писателя и даже попробовали стать частью его сказки. Поведаю ему сказку, что своим ребятишкам рассказывают. Про купца богатого, да дочерей его пригожих. Ребята разыграли эпизод из произведения автора «Аленький цветочек». Каждый ответственно подошел к исполнению своей роли, а нам, как журналистам, было интересно узнать об их подготовке. Почему вы выбрали сказку «Аленький цветочек»? Она очень известна, даже маленьким детям ее рассказывают. Ребята проделали огромную работу, ведь чтобы выучить текст и рассказать его с выражением, нужно приложить большие усилия. Кстати, для некоторых это уже не первая роль. Часть ребят уже принимали участие в актерских сценках. Сереж, расскажи про свою роль. Мне своя роль очень нравится. Такой важный очень купец, ходишь, исполняешь желания своих дочерей. Чуть не погибаешь из-за того, что выполнял желание. Расскажи, сколько ты учил текст? Текст учил довольно много, потому что там нужно было расстать это с выражением. Не тараторить, как я постоянно делаю. Благодаря актерскому исполнению «Аленький цветочек» Аксакова предстает перед зрителями в полной красе. Каждый из ребят отлично вжился в роль и помог зрителям окунуться в загадочную атмосферу сказки. А в завершении мероприятия проводилась викторина по материалу жизни Аксакова и его известных сказок. Необходимо помнить о писателях прошлого и с гордостью хранить их труды. Ну а окунуться в волшебную атмосферу сказок Аксакова нам помогли ученики уфимских школ. Вероника Первушина, Руслан Бигбаев специально для Горы новостей.